В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Конституционное право граждан на жилище имеет ряд проявлений, одним из которых является гарантия защиты жилищных прав в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу. На что имеют право наниматели и собственники при сносе их жилья, как складывается правоприменительная и судебная практика по таким вопросам. Об этом мы сегодня и поговорим. Наш гость студии Ярослав Дубок, старший помощник прокурора города Якутска. Ярослав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, какие вопросы чаще всего возникают при расселении жилья? Есть ли различия при расселении муниципальных, а также частных квартир? Да, необходимо начать с того, что на территории города Якутска расположено порядка 1300 аварийных многоквартирных домов, в связи с чем большое количество вопросов от граждан поступает, связанных с переселением. К наиболее значимым вопросам, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, следует отнести вопросы равнозначности, равноценности и благоустроенности жилых помещений, предоставляемых взамен аварийных, а также их расположенность от предыдущих жилых помещений. Основным отличием при расселении муниципальных и частных квартир является, что при расселении муниципального жилищного фонда взамен предоставляется жилое помещение, равнозначное по площади. Что касается квартир, которые принадлежат собственникам, граждан на праве собственности, то им предоставляется либо другое жилое помещение той же стоимостью, либо денежное возмещение. А что же такое равнозначность и равноценность, вы выше сказали? Термин равнозначности у нас применяется применительно к расселению муниципального жилищного фонда. То есть, исходя из буквального толкования части 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, при переселении гражданину предоставляется жилое помещение площадью не менее ранее занимаемой, ну или иными словами, квадрат в квадрат. При этом необходимо понимать, что поскольку это мера компенсационного характера, то, к примеру, предоставление гражданину взамен квартиры, например, 30 квадратных метров, получается, на 4 членов семьи, расположенных в аварийном доме, это не является противоречием закону, поскольку это, как я уже сказал, компенсационная мера и никак не ограничивает граждан стоять на учете в качестве нуждающих в улучшении жилищных условий и претендовать в дальнейшем на получение другого жилого помещения. Что касается переселения граждан из квартиры, которые принадлежат на праве собственности, то в данном случае, то есть равноценность у нас применяется, это квартира, предоставляемая гражданину взамен находящегося в аварийном жилом доме, она должна быть по цене такой же, либо им предоставляется денежное возмещение. Какое жилье признается благоустроенным? Степень благоустроенности у нас определяется органом местного самоуправления применительно к условиям каждого населенного пункта. То есть, к примеру, в соответствии с распоряжением главы городского округа город Якутск, жилое помещение должно быть оснащено электроосвещением, хозяйственно-питьевым и горячим водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением. И если это газифицированный дом, то, соответственно, должен быть газ. А существует ли ограничение по удаленности жилья от ранее зависимого? В соответствии с законодательством, при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в случае, если они избрали способ возмещения в виде предоставления жилья, им должно предоставляться жилое помещение в том же населенном пункте. То есть у нас населенным пунктом понимается, то есть населенное место для поселения, исходная единица измерения расселения, то есть застроенного земельного участка. То есть это город, поселок городского типа, поселение, село. То есть переселение из одного в другой район, например, города Якутска, это не является нарушением закона. Также не будет являться противоречием законодательству предоставления, например, жилого помещения в районе, где отсутствует, например, школа. То есть у нас закон не содержит требований к инфраструктуре. Такая также судебная практика сложилась, в том числе в Республике Саха-Якутия.
Мгм. Но это что касаемо именно в том же поселении, в том же городе. А Да. если, допустим, вот, ну, квартира будет аварийная в центре находиться Якутска, то в последующем должны тоже предоставить тоже в центре. Нет. Нет. Вот как раз о том, что я сказал, она должна быть в границах населенного пункта. То Именно в есть Якутске просто. Именно в Якутске. Мгм. Ну что ж. А в какие сроки переселенцы из аварийного жилья должны получить свое жилье? При признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу местной администрации, ну или органов государственной власти, если жилое помещение находится в государственной собственности, в распоряжении должны быть установлены сроки расселения данного дома, на которые следует ориентироваться. Но вместе с тем зачастую данные сроки не соблюдаются, и дома в эти сроки не расселяются, поскольку это требует очень большого объема финансирования. Кроме того, у нас на территории республики действует республиканская адресная программа переселения жителей из аварийного жилья, в соответствии с которой подлежат переселению дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. То есть, если вы проживаете в таких домах, то вы должны быть переселены не позднее 1 сентября 2025 года. Что же касается остальных домов, которые у нас не вошли в действующую программу и признаны аварийными после 1 января 2017 года, то они могут быть расселены силами местной администрации в рамках муниципальных программ за счет средств местного бюджета. Но также необходимо отметить, что у нас имеются, к сожалению, такие дома, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года, однако их техническое состояние не обеспечивает безопасные условия проживания граждан. И поэтому прокуратурой республики уже наработана практика по возложению обязанности на местной администрации принимать меры к незамедлительному расселению таких домов. Поэтому, если вы проживаете в таком доме, то вы вправе обратиться в органы прокуратуры за защитой ваших прав. Мгм. То есть отсрочка как бы законна? Это вы в части чего имеете в виду? Вот, ну, законна ли отсрочка предоставления другого жилья? Если это по республиканской адресной программе, то там установлена этапность. Соответственно, если это нарушены этапы, это нарушение со стороны органа. Какие проблемы наиболее часто возникают при восстановлении прав собственников аварийного жилья? Ну, наверное, к наиболее частым в правоприменительной практике следует отнести проблемы, связанные с размером возмещения за изымаемое жилое помещение и обязанностью переселенных доплатить за полученное жилье, которое стало по площади больше. То есть, к примеру, при определении возмещения за изымаемое жилое помещение включается рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки. То есть это в том числе связано с его переселением, связанные с поиском, получается, нового жилого помещения, оформлением права собственности на новое жилое помещение, ну и другие. Ну, также необходимо отметить, что вот эти вопросы возникают из-за того, что некоторые граждане не согласны со стоимостью возмещения, но мы понимаем, что, допустим, земельный участок, расположенный в центре Якутска и где-то на окраине, имеют совсем разную цену. Что же касается проблем, связанных с доплатой, то имели место быть такие случаи на первых этапах переселения, что при предоставлении собственнику взамен изымаемого аварийного жилого помещения, которое было оценено, например, в 3 миллиона, ему предоставлялось жилое помещение стоимостью 3,5 миллиона. И требовали вот эту разницу доплатить. Однако суды уже наработали такую практику и сказали, что это является нарушением. Поэтому требовать такую доплату с вас не могут. Больше не применяет такое? Да, такое не применяется. Нередки случаи, когда органы отказывают собственникам аварийных квартир в предоставлении другого жилья, обосновывая это тем, что квартира куплена уже в аварийном доме. Какова вот позиция прокурора по этому вопросу? Да, такие проблемы действительно возникали, поскольку у нас в жилищном кодексе в части 8.2 статьи 32 жилищного кодекса указано, что если гражданин приобрел квартиру в уже аварийном жилом доме, то при
расселения этого дома, он вправе претендовать только лишь на стоимость возмещения, ну, по которой купил эту квартиру. Однако данная норма вступила в силу лишь 28 декабря 2019 года, и поскольку у нас закон обратной силы не имеет, то граждане, которые приобрели данные жилые помещения в аварийных домах, вправе претендовать на получение либо денежного возмещения, ну, либо получение взамен аварийного жилья квартиры. А так люди все же больше предпочитают именно квартиру или возмещение? Ну, как показывает практика, большинство людей, конечно, предпочитают квартиры. То есть все равно это исключает их дополнительные какие-то затраты, связанные с переездом, поиском нового жилья. Поэтому, как правило, граждане выбирают квартиры. Ну и в целом, вот какова ситуация у нас в Якутске, в республике по аварийному жилью, переселению? Ну, по городу Якутску сейчас, получается, у нас уже заканчиваются этапы, поскольку у нас республиканская адресная программа предусмотрена на 2019-2025 годы. Программа подходит к концу, и Якутск уже, скажем так, вступил на последнюю ступень данной программы, потихоньку завершается, то есть это свидетельствует и ввод нового жилья в эксплуатацию и переселение граждан из аварийного жилищного, деревянного жилищного фонда. Ну что ж, Ярослав Александрович, спасибо, что пришли, ответили на такие острые вопросы, которые, как показала практика, очень много волнуют жителей Якутии. Ну а я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.